Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на 16-м Чебоксарском международном кинофестивале, посвященному этническому и региональному кино. И сегодня в рамках специального показа с большим удовольствием представляем вам фильм о творчестве чувашского поэта, телеведущей, драматурга и режиссера Марины Корягиной. «Амфистров. Встречные течения». Под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену режиссера данного фильма, российского кинорежиссера, документалиста, сценариста, заслуженного деятеля культуры Республики Южная Осетия, член Союза кинематографистов России Александра Куприна. Здравствуйте, прекрасные чувашские зрители. Приехал к вам из Москвы не первый раз показывать свой фильм. Если вы пришли посмотреть фильм о поэте Марине Корягиной, то должен вам сказать, что это не совсем так. Это фильм о том, что нас с вами, я вижу здесь в основном творческая интеллигенция, элита, вот, что нас с вами объединяет. Нас объединяет творчество. Вот это фильм скорее о творчестве, это фильм о поэзии. Это поэтическое авторское кино, вот, значит, не телевизионного свойства, это документальный фильм. Его даже специально выделили, за что я чрезвычайно благодарен организаторам фестиваля, в специальное событие. Вот. И слава богу, мы не в конкурсе, мы ни с кем не соревнуемся. Вот. Мы привезли этот фильм специально для вас, для того, чтобы вы увидели фильм на родном языке. Фильм на чувашском языке. Ну, естественно, если там поэтесса, которая пишет стихи на чувашском языке, как он может быть? Там есть, правда, русский перевод немножко. Но если кто-то из вас слышал, как Марина Федоровна читает стихи сама, где она есть? А вот она. Да, она это делает с таким каким-то особым чувством, с некоторыми паузами, куда легко встраивается вот этот русский перевод, и одно другому не мешает, как мне кажется, но посмотрим. Я думаю, что лучше сейчас посмотреть кино, кинофестиваль все-таки, вот, а потом уже поговорим, обсудим. Вот. Да, давайте так сделаем. Спасибо. Да, уважаемые зрители и гости, после просмотра фильма состоится творческая встреча, обсуждение фильма с главной героиней нашего вечера Мариной Корягиной. Поэтому не спешите расходиться, ну а пока желаем вам приятного просмотра. Реально участвовали в конкурсе. Было бы непрактично по отношению к другим режиссерам. Даже лучше. Хочется прямо сразу пригласить сюда, на эту сцену, Марину Корягину, поэта.
Марина, большое спасибо тебе за мой фильм. Александр, спасибо тебе за этот фильм. Это огромный труд. Я понимаю, это огромный труд не только автора, сценария, режиссера и оператора в одном лице, и его большой команды. Вообще очень трудно делать фильм о поэзии. Ну, о поэзии как раз нормально, а вот так, чтобы фильм был сам поэтическим в каком-то стиле произведением, нам пришлось вырабатывать определенные законы, как можно делать, что нужно соблюдать, когда ты работаешь вот с таким материалом. Очень много оказалось, чего нужно делать, чего в кино не делается, и что нельзя делать, что делается в кино и в телевидении постоянно. Ну, я об этом уже говорил на других выступлениях, но я еще раз скажу, потому что кто-то не слышал. Например, вот когда показывают фильм о поэте, вот о нем много рассказывают. Это, как ни странно, это мешает воспринимать его поэтические произведения, потому что они находятся, как правило, вне сферы его бытовой жизни. Человек находится в другом месте, в другом непонятном нам, неведомом совершенно пространстве. И когда ты делаешь фильм о поэте, нужно найти способы, какие-то художественные приемы, чтобы зрителя привести в это пространство, а не в личную или там в какую-то бытовую жизнь поэта. Это очень сложно, во-первых. Во-вторых, нельзя давать фрагменты стихотворения в телевизионных передачах, там какой-то кусочек прочитали и спасибо. Нет, любое произведение стихотворное должно быть с начала до конца. Третье. Когда какие-то стихотворные произведения вам читают с экрана, там фоном обычно идет музыка. В порядке вещей ведь, да? А это вообще недопустимо, ни в коем случае. Любое стихотворение, любой поэма, оно имеет свой ритм, оно имеет свою музыку. Вот. И получается, что у нас идет одна музыка вместе с другой музыкой. Что получается? Какофония. Одно начинает мешать другому. И есть еще очень много принципов, признаков, когда вот фильм является попыткой именно с помощью киноязыка перевести, значит, вот это вот, о, Господи, я уже запутался, ничего. Вот. Я там сказал уже этот фильм, и ладно. Вот. Поэтому эта работа была очень интересной и как бы очень важной лично для меня и для всей моей команды. И я надеюсь, она не оставит равнодушных зрителей, вот, потому что мы в данном произведении отнеслись к вам, вот, к зрителям, с особым уважением, я считаю. И, естественно, с особым уважением мы отнеслись к автору. Я считаю, таким образом должны происходить и строиться все произведения, которые рассказывают о музыке, которые рассказывают о театре, которые рассказывают об изобразительном искусстве, о классической музыке, может быть, о любой другой. Вот. Всегда должен быть найден свой закон, по которому строится такой фильм. Получилось у нас или нет, я не знаю, вам виднее. Получилось. Категорически говорю, получилось. Вот. Наталья Ивановна, вот микрофон. Я могу спуститься. Я напросила. Наталья Ивановна Володина, мой бывший директор телерадиокомпании. Да, согласна. Да. Согласна. Спасибо, Марина, что ты обо мне вспомнила и пригласила сегодня. Честно признаюсь, наверное, бы прошла мимо этого. Но Вселенная, она всегда соединяет. Если соединяет, вероятно, надолго, да, и несмотря на годы.
Потому что как было это давно, 96-й год, да? Я пришла, и я сейчас несколько смешных вещей скажу. Да, интересно. Разбавить, Автор да. говорит, что не надо по-тому, но тем не менее. Значит, у меня была такая ситуация, в этот период времени денег не было совершенно, когда мы делали тогда телевидение, моих 4 года работы, это было что-то страшное, ни бензина, ни денег, ни зарплат, ничего не было. Но при этом все равно зарплату начисляли. И часть сотрудников моих была недовольна, что Марина зарабатывала денег больше, чем другие, заслуженные мэтры, такие вот, очень большие. А у нее был какой-то очень маленький коэффициент. Тогда в зарплате присутствовали такие вещи, я даже забыла это слово. И я говорила, так вы работаете, как она. Она работала, как и я, по 48 часов в сутки, иногда по сколько там, еще больше, да? И я с огромным удовольствием отправляла ее команду на всероссийские конкурсы. Потому что вот в ней было такое потрясающее вот это чувство сохранить, наверное, культуру концептуально, да? И дать детям толчок, вот тех детей, которые она по деревням снимала, да, она сцены придумала, писала там такие мини-пьесы, сюжеты интересные. И я понимала, что она занимается очень-очень важным делом, которое не все понимают. Да? Потому что вот это шло у нее изнутри от природы. И вот Адмир не мог слова подобрать, а мне хотелось все время крикнуть ему туда в зал. Да? Это называется магия. Магия. Я как магия. Это вот не вражда, ничего, это магия. Магия — это таинственно. Сегодня цивилизация живет в удивительное время. С одной стороны, она себя убивает, а с другой стороны, она позволяет, вот как будто из космоса что-то идет, да? И вот Марина, она дитя этого космоса. Она родилась, как мы видим, да, с претензией на то, чтобы какую-то часть людей в нашем социуме, в нации, да, и в цивилизации в целом, я могу говорить, да, потому что там вот таких одержимых было много, мы увидели в этом фильме. И она родилась, чтобы вот это приоткрыть, открыть и заставить нас задуматься. Знаете, гении, они ведь не сразу бывают гениями, да, они все бывают непризнаны, особенно в свое время. Но они приходят, вот эти одержимые люди, особенно когда они в культуре, и они нечто совершают, что и получает потом свою оценку, ну, много лет спустя, может быть. Но они пришли, чтобы родить вот это. И я считаю, что это действительно была такая, не была, почему была-то, есть. Но ты это вот тонко почувствовала с детства, и ты это несешь, и я смотрю через годы, ты растешь, и ты же действительно делаешь потрясающее, совершенно потрясающее дело. Ты создаешь такие образы, до которых еще не каждый человек додумается. Может быть, это будет оценено даже спустя годы. Может, этому придумают еще какое-нибудь название, да? Но ты, наверное, для этого родилась. И я рада, что мы с тобой вот так встретились тогда, и до сих пор мы пересекаемся, и искренне желаю тебе новых успехов. А еще вот действительно от меня вот низкий поклон этому человеку, да, потому что он сделал, ну, очень хороший фильм. Я поэтому крикнула, что напрасно с этим фильмом можно участвовать на фестивалях, потому что это же вот действительно такая вещь о культуре, о духе, о нации, о чем-то таком высоком, даже, понимаете, вот даже этому трудно, много слов нужно произнести, а к этому цивилизацию надо пробуждать. Мы вот сейчас вообще в особенное время живем, да? Мы живем в страшное время, с одной стороны, с другой стороны, это время, вот это, оно расставляет по местам очень-очень многие вещи, о которых мы в своей бытовухе, да, в своем таком материальном, меркантильном мире мы перестали утрачивать, да, перестали чувствовать. И вот на этом изломе ваш фильм, я думаю, он имеет большую ценность. Конечно, поскольку мы на кинофестивале, вот оцениваю работу режиссера, все находки режиссера, все те образы, которые идут, да, прям хотелось тоже вот кричать, мы тут прихлопывать пытались иногда, да. И, конечно, очень хорошо сделали фильм именно о Марине. И об этом новом таком культурном явлении, о духовном явлении, наверное, даже, да?
В общем, могу говорить долго без остановки. Очень рада, что у нас почти полный зал. Можно было бы и больше. И желаю одному художнику еще новых фильмов. А, Маришка, тебе долгих лет творческой. Я все время думаю, вообще-то давно знаю, случайностей не бывает. Случайностей не бывает. Ну, каждый за себя это говорит, конечно. Вот в моей жизни так. Случайностей не бывает. Не зря вот с кем я знакомлюсь, с кем я работаю вместе, это не случайно. И в своем кабинете коллегам говорю, вот с которыми сегодня сижу рядом, да, всегда об этом говорю. Случайности не бывает. Куприн встретился, Мария Готлиб, редактор стихов, которые прозвучали в этом фильме, например, Платонов, Вячеслав Платонов, чудесный человек тоже. Вот на английский язык по просьбе режиссера перевел фильм. Фильм и на французском. Да, имеется уже английский вариант и французский вариант этого фильма. Вот. В общем, в Европе тоже повезет. На французский язык перевела Наталья Федоровна Корягина. Вот она сама живет во Франции, а отец Федор Александрович здесь. Передайте огромный привет Наталье. Федор Александрович, пару слов. Чувашла? Чтобы все поняли. Чувашла? Чувашла, Каять. Каять, да? Чувашла. А резюме выросла? Словом, вы поняли, я Корягин. Да. Это Корягины, вообще-то, вы их знаете? Как знаете в целом? Это династия учителей. Как династии стали, вот с вашей, по-моему, Наталья Ивановна, с вас началось династии отмечать, да? Да. У нас первых, в основном, учителя. Ну, врачи есть, инженеры есть. Ну, в целом, все нормальные. В целом. Ну, вот одна... Ненормально. Одна ненормальная, потому что... Ну, точно ненормальная, потому что я ее стихов не понимаю. Это пытаюсь читать. Ну, читаем, с супругой читаем. Она это вообще-то больше меня литературу знает. Ну, она тоже самое говорит. Но сегодня я понял. Как? Нет, я понял другое. Как богат наш чувашский язык, наша чувашская культура. Так как я географ, это у меня коллеги-геологи, это, Марина, точно так же, как геолог, палеонтолог. Они изучают вымершие организмы, палеонтологи, и выявляют, что было, скажем, это в Юре, что было в Кембрии, что было там, это 30 миллионов, 40, 600 миллионов лет тому назад. Они это выясняют таким образом, изучая там пыльцу, изучая кости, точно так же. Вот она палеонтолог, значит, это чувашская культура, чувашского языка. Ну откуда она такая Слово взялась? очень этого палеонтолог. Да. Откуда она взялась? У нее, конечно, вы маму видели, так ведь? Какая женщина. Вообще-то она очень обаятельна. Она обходительна, она трудолюбива. Она вообще-то мало говорит, но это всегда в точку бьет. Это, она много знает, но это культуру чувашскую, все, это богатая речь у нее. Но еще это нашу культуру, нашу чувашскую, это вообще-то вклад фольклора, это у нее Азане, бабушка, Корягина Лидия Степановна. Она вот настолько была женщина
ну, красиво, стройная. Никогда, я помню, и у нее мама тоже самое. Если даже они работают в поле, чисто одеты, опрятно одеты, даже, ну, ярко одеты даже всегда. Ну, такой был фольклор, это у нее. Но этого даже мало. Наверное, вот иногда математики знают, может, есть это, арифметическая прогрессия, есть геометрическая. Ну, наверное, тут это мама вот такая тоже богатая, это в таком словесном, это по лексике богатая, а бабушка-то это еще, наверное, вот тут геометрическая прогрессия сложилась. И поэтому вот Марина вот такой, ну, такой стала. Ну, конечно, это необычное, но, а вообще-то, я, конечно, эта Марина выросла на моих глазах. Ну, спасибо тебе, Марина, что ты есть. Спасибо тебе, что ты нас, Корягиных, так поднимаешь. Здоровья тебе, всего самого доброго. Это профессор говорит. Ладно, да это, ну, Правда, Марин, спасибо тебе за твою особенность. да, вот именно, Ты всегда уникальна. именно, что ты такая, вот за это спасибо большое тебе. Спасибо, дай-ка. Спасибо. А не выбирают, родственников не выбирают, родители не выбирают. Вот они такие, как... Выбирает, эзотерики выбирают. Наверное, ее осознанно не выбираем. А как? Они же Осознанно наши и стихи не учителя. пишем. Я не знаю, откуда все это. Может, вопросы есть? Я еще хотел немножко дополнить вашу реплику по поводу того, что по нынешнее время, которое совершенно особое оказалось, не могу сказать, что это хорошо, плохо, но оно оказалось, в которое время вот мы с вами начали жить и продолжаем. Вот. Оказалось в это время, что очень мало настоящего было вокруг. Очень оказалось много было навязанного, придуманного, вранья всякого полно. Вот. И каких-то ненастоящих людей, ненастоящих идей, ненастоящей информации, ненастоящих фильмов. Ну, про фильмы я не буду, это не тактично. Вот. И сейчас новое время, оно именно такое, что мы теперь будем требовать для себя настоящего. Нам уже некогда заниматься всякой ерундой, заниматься иллюзиями, да, которые нам и навязывали, и мы сами себе их создавали. Вот. Просто вот пришло время настоящее. Вот я не хочу сказать про свой фильм, я хочу сказать про творчество Марины. Я хочу сказать, что это некое абсолютное, однозначное чудо. То есть и сомнений быть в этом не может. Это совершенно настоящая вещь. Больше того, это чудо возникло, я имею в виду ее стихотворные произведения, именно в чувашском языке. Ни в каком другом языке вот такого вот вы не найдете. Ни под каким видом. Я видел какие-то гигантские палиндромы американцы, которые писали. Это бессмысленный, абсолютно бессмысленный какой-то технический текст, который, да, читается туда-сюда, но это вообще как бы не имеет никакого отношения к здравому смыслу даже. Вот. И я могу сказать, что в Чувашии, конечно, есть люди, которые неподражаемы, есть театры неподражаемые. Вот. В данном случае есть нечто такое, что есть только у вас. Это ваш язык, который, все говорят, он богатый, то нет. В нем ваш язык это, ну как сказать, это вот отверстие в Южа-Уйби, да, которое сверху, это сам язык, это возможность проникнуть в другую реальность, в ту реальность, где есть очень много разных даров, есть возможность понимания очень много чего. Вот. Я не знаю точно, но... Саш, ну вы же знаете, что даже среди тюркских языков он особенный, да? Такой вот отдельный. Вот. Я очень вам завидую, что вы его знаете. Я открою секрет. В этом зале есть
очень много... Спасибо, Марина, спасибо, людей. зал, спасибо, Марина. Мой преподаватель по фотожурналистике. Спасибо. Действительно, я хотел бы обратиться и Марине, и создателям фильма. А вот если в мире у нас существует более 6000 языков, вот почему, к сожалению, не включили. Действительно, вот амфистров действительно появляется на чувашской земле. Вы уже сказали, это да, практюрский, это древняя ветвь тюркского языка. Замечательно было бы, если из 170 языков России действительно есть ли другие языки, которые действительно хотя бы написали, как Велимир Хлебников и Марина Федоровна, именно в палиндромах, есть ли еще. Но здесь уже амфистров или амфистров, я даже не знаю, куда поставить ударение, так как абсолютно новый термин, правильно? Новый термин и новое направление в поэзии, в литературе, в искусстве еще. И самое главное, уважаемые друзья, это основатель, именно заложивший фундамент, опять-таки, замечательная Чувашско-Батыровского района с фамилией Корягина. Это меня удивляет, это меня вдохновляет, это меня просто, не знаю, возвышает. Не только меня, но в первую очередь и авторы, и чувашскую землю, друзья. Давайте похлопаем Марине Федоровне еще раз. Про фильм. Про фильм, конечно, в некоторых случаях, наверняка, как автору фильма замечания, все-таки же они нужны, правильно? Когда мы показываем вот на корабле там капитана, там, кроме этого, лишних людей, но когда Марина, скажем, читает таким замечательным голосом, и когда она восхваляет Родину, но неплохо было лучше показывать замечательные пейзажи Чувашии. Конечно, чувашские пейзажи там есть, я вижу там Канарский район, но когда вот эти палубы, никчемные, скажем, прохожие... Какая-то Москва. Нет, Москва снята замечательно. Как вот фотожурналист, скажем, я вижу и свет, и цвет, и панорама, и крупные планы. В этом плане вообще замечательно. Ну, мне вот эти капитаны и этот лишнее. Все. Это вопрос вкуса. Я там увидела образ. Наталья Ивановна, спасибо большое. Долго говорить не буду. А Марину я знаю, знаете, с какого года? С 1981 года, когда ей было всего 13 лет, тогда я учился на первом курсе Чувашского госуниверситета, и будучи на практике пионерного света, редактировал ее материалы. И кроме этого, готовясь к 150-летию Ивана Яковлевича Яковлева, мы с ней работали вместе уже на родине Ивана Яковлевича Яковлева Кошкинова-Тюмбаева. И ее фотографии я уже публиковал в некоторых книгах. И хочу подарить, друзья, прямо сейчас я покажу. Вышла книга «Фотокорреспонденты Чувашии». Фотокорреспонденты Чувашии. Подержите, пожалуйста. И начинается буквально книга, друзья. Показываю, друзья. Практически именно с Мариной Федоровной. Вот на какой странице? Это первая страница. Вторая страница, третья страница, и на третьей странице Марина Федоровна, друзья, снимает фильм «Кирилл Желевер». Пожалуйста. Показываю. И прямо сейчас я подпишу. Наша команда. А ручку я потерял. У кого ручки есть? А, господи. Видишь, волнуюсь, друзья, волнуюсь. Уважаемый Марине. Пока Анатолий Серафимович пишет автограф, я хочу дать слово моему близкому человеку. Она всегда остается в сторонке. Я ее знаю с 5 класса, наверное, да. Мы вместе писали в районной газете «Авангард», вместе печатались, вместе стали как бы на творческий путь, и до сих пор рядом всегда. Это самый такой близкий человек, понимающий. Неожиданно, конечно, но хочу по секрету сказать, что этот фильм я видела, после монтажа мы вместе смотрели, и у меня первые впечатления уже были, они усилились немножко, но
да, большой экран все-таки свое дело делает. Но первое Панорамный впечатление у звук. меня, да, Александр остался все-таки, я это высказывала. Но сейчас вот так неожиданно меня вывели сюда. Что я могу сказать? Я всегда радуюсь успехам Марины. Как она сказала, да, мы всю жизнь вместе, жизнь наша пока вот до 50 плюс, скажем так. Вот, это, я думаю, хорошее состояние, когда радуешься за друзей, переживаешь, сначала переживаешь, потом радуешься, потом переживаешь, потом радуешься, я не знаю, много хороших эмоций. Спасибо тебе. Это про стихи говорили. Конечно же, я за чувашской поэзией всегда слежу, но не всегда говорю об этом. Про твою поэзию я готова много говорить, если кто будет слушать. Вот, так что спасибо тебе, что ты поднимаешь наш язык чувашский до такого уровня. Тавах, чувашлагала мылачку, чуваш поэзии жинжин. Темле выросла Тухсагараде, выросла Галачса Тухрумрда. Ага. Я уже почти понимаю. Спасибо, Тавах, Марина. Маша, дорогая, чудесная моя. Вот. Она редактор моих брендромов, редактор книги. И вот стихи, которые вошли в фильм, я сама перевела, а текст перевела Альбина Шашина, ее в Москве нашли, продюсер Дальская Светлана Николаевна. А Маша, вот редактор текста. Когда я стала читать стихи Марины в Фейсбуке, до этого я знала ее только как режиссера, да, и когда стала читать эти стихи, мне стало грустно, что Марину знают только в Чувашии, в том смысле, что могут оценить красоту ее стихов только здесь. Как всегда бывает, вот такая ситуация у поэтов национальных, что они как будто в особом отдельном загончике каком-то стоят. Их у себя там могут превозносить, что они там великие, там, не знаю, звания им какие-то давать. Но здесь, в любом случае, очень мало людей, которые могут понять их глубину. То есть могут восхищаться, но понять их глубину могут немногие. Ее дарование, оно такого масштаба, что оно может встретить много других людей, которые ее поймут и оценят, и восхитятся этим в других местах. И поэтому, в общем-то, моя роль в этой истории очень маленькая. Наверное, просто я сказала Марине: Марина, надо обязательно сделать книгу твою на русском языке, обязательно. Марина говорит: это так трудно, это не получается, это невозможно. Я сказала: Марина, давай я тебе помогу тоже. Я не помогала особо на самом деле, она сама все сделала, но это... Да. Вот. А что я хочу сказать про этот фильм? Этот фильм мне очень-очень понравился, потому что вот благодаря ему я увидела, что вот эта наша история, то есть что моя мечта, она достигла цели, что Марину поняли так глубоко и как-то вот на универсальном таком языке, не только у нас здесь, и теперь это отправляется в плавание. То есть, когда ты смотришь этот фильм, ты хочешь прочитать, ты хочешь понять еще больше, еще глубже, оценить этого человека. И это действительно сделано очень тонко, очень как-то так тактично. То есть ты видишь, что это поэт мирового уровня. Спасибо вам огромное за то, что... Да, спасибо. Когда мне говорят, что как вы замечательно поняли поэзию Марины Корягиной, я говорю, что я не понял. Дело в том, что этот фильм о том, как я пытался ее понять. Он поэтому в какой-то степени называется «Встречные течения». Вот. И этот фильм о том, как... я шел по направлению в это место. Этапы понимания мы видели в образе. Да. И вел вас за собой, зрителей, да, тоже, потому что наш фильм – это не результат, это путь. Это мне так кажется. В зале очень много близких людей, близких по духу. Я даже не знаю,
кого пригласить, вот сами выходите, пожалуйста. Есть тут Юрий Михайлович Артемьев, уважаемый и любимый не только мной, и всем чувашским миром. Вот профессор, пожалуйста, Люба, моя любимая поэтесса, Любовь Михайловна Федорова. Себя в свое время не все понимали. Меня тоже странной до сих пор считают. Хотя я в психиатрической больнице на учете не стою. Разум не теряю. Да. Но лучше себя никто не понимал. Да. Вот полидром появился. Ой, рассуждали по-всякому. Говорили, что она пишет и так далее, и так далее. А я подумала сразу, это гениальное произведение. Марина лучше всех лучших, талантливее всех талантливых. Она на высоте, неординарная. Это ты доказала на самом деле. Так. Держи. Давайте цветочек. Так, я прочитаю стихотворение. Очень ее уважаю, люблю. Наверное, истории глубокий след оставит это стихотворение. Себя показываю. Рекламирую. Так. Хер адышлары шаллы денезе. Хом пошылдадыве епле азамыла. Волтоджа халичен чуна жерце. Шавысылы кенеге шинземжен палык. Макашкара хунатиына ялан тиксе жүретші ғайбелен перле. Волпурынна илмезавын балан. Керлеги ысчаға хына бірле. Буларым бұл темді жылы қайлау. Тәлбульча ешлы ятлы сывыдаш. Тенис пигине ошрағаларым тау. Марина чулныскерім ес чываш. Чын вырыс юнее бура санра. Аға лезі сынуға шуткам. Пүсүй келеткü перде сайра. Илемлі беді ештаға майра. Палиндрумна боланы ғышынақ шутларым ебі көкетіреттізі. Салғылы шетірман петреділдақ. Шоп азырарым еп бин-бин тізі. Ях тебен арчине камушлешак, шүпшемірие ытлах хуманчышке, чывашлах тенжиде пурах ағақ, поэзия шургунен шурат шешке. Анфистрофа риде тірленмен, ол бұласа нигам дәненмен, оларым темлі күтінлі қайлау, ұстажы ұжынжи шылгуй шқавал. Бір сылы үндеттер мұхымғанса, карагина ашне күшпа бұқса, әлгері жы иктірлімен тұссем, Тендемір ширайман шеп тергезем. Таваным ес ширавжы, драматург, чили ердюшеде ява бұлқор, бір вежімай жүреден қалықра, миллион бұл передачы ден фантра. Тавақ тұрра, чүнкертні жылсана, юратна жуба да нүне, келбуйшы пулны ватаза нүне, бізем гыдартын санын сұқтырна. Талантлы жин педет ішлебезен, квайт вутне сазардық сүндерен. Марина Шиндерюша пур жерде жирадын, ренеден, тишкерен. Сунадып сылов сывыш кереме, чундан барадып хамын белеме. Будны жүксана, пехил, эсманын суныма, яланлық ел. Я воодушевляю себя на мирового масштаба человек. Таких, как она, вряд ли в мире существует. Наверное, сочинили где-то 2 строчки. Термин придумали, можно сказать, а она целую поэму сочинила.
Это же невозможно. Это невозможно. На самом деле вы суть раскрыли. Фрагменты искренние. Ее талант раскрыли. Я поражена. Но полностью, конечно, это пока не удалось. Со временем, наверное... Она сама может. Да, да. Со временем, наверное, это дальше будут писать, снимать. Да, да, да. Несколько, кому будет несколько серий. Она еще молодая. Да, она еще молодая. Так, Анатолий, давай, выходи. Мы в одно время учились, афганец. На сегодняшний день вот здесь сидящие, наверное, знают, что чувашская литература, современной чувашской литературе, это один из первых фильмов про нашу поэзию. И то, что эта поэзия уникальна, мы уже сегодня убедились, да и раньше, это действительно так. И поэтому я благодарен вам от чистого сердца, благодарю Виктора, потому что уникальный случай. А что касается фильма и творчества, вот я сидел, отдыхал, не знаю кто как. Вот я заметил, что ведущий, голос ведущего и голос поэта, они созвучны. И переводчик тоже очень так созвучно идет, и именно они ведут слушателей, которые смотрят этот фильм. И плюс я заметил здесь преемство поколения. Это в голосе поэта звучит наше прошлое, наше чувство, наша философия чувашская, мудрость наша чувашская. И там же, рядом с этим поэтом и прошлыми картинами, которые вы рисуете, мы видим молодых, современных, видите, там в аэропорту где-то ходят, это вообще супер. Не знаю, они японцы, не знаю, они чуваши, не знаю, китайцы там ходят. Ну, современная молодежь. Вот это преемство поколения, и я думаю, я надеюсь, что эта поэзия действительно будет звучать и дальше, и Марина нас будет радовать этой поэзией. И действительно, понять эту поэзию очень тяжело. И вот то, что вы пытались это раскрыть, но я сидел, отдыхал, я себя ощущал в своем детстве. Очень приятно. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Рядом с нами в зале находится, как бы вам сказать, мой идеал, женский идеал женщины. Идеал недосягаемый. Вот. Это Галина Алексеевна Юрьева. Вам слово, Галина Алексеевна. Неожиданно. Наверное, здесь можно так обратиться, что, дорогие друзья, дорогие любители не только поэзии, а чувашского языка и чувашской культуры как таковой, уникальной, неповторимой. И дай Бог вот этой культуре двигаться дальше и развиваться в том направлении, чтобы она была притягательна не только на нашей земле, но и вот благодаря таким творческим начинаниям, таким творческим порывам и результатам нашу родную Чувашию все больше и больше и узнавали, понимали и любили. Любили как часть нашей огромной планеты Земля, которая так мала и так одновременно богата. Очень хотелось бы просто вот создателям фильма просто отдать такую дань огромного уважения, зная, сколь труден этот путь, сколь труден в кинематографии результат.
вот можно снимать много, но вот что получается, вот это получился живой, откровенный, очень глубокий разговор о нашей поэзии. Но вот я хотела бы сказать, что все-таки как у нас культура развивается и продолжается, чем она становится привлекательной не только нам самим, только тем, что появляется то, чего не было. Возьмите в технике, возьмите в писательском труде, в музыке. Мы начинаем развиваться только когда появляется то, чего не было. Вот это то, чего не было, это нужно глубоко-глубоко, как говорят, уважать, ценить и начинать, может быть, понимать, потому что все сложное, трудно понимаемо. Не всегда сразу, так же, как и музыку мы не всегда воспринимаем. Многих даже наших современных композиторов. И по прошествии какого-то времени, оказывается, это внутри нас сидит, в каждой клеточке уже живет. Вот в этом смысле я бы хотела сравнить, ну не сравнить, а добавить просто, что вот был такой, ну был, да, но остается нашим чувашским народным художником Юрьев Илья Михайлович. Вот он, хочу сказать, он многого мог бы еще, многое-много мог бы сделать, но всю жизнь он потратил, и, как говорили раньше, живот положил на то, чтобы в нашем изобразительном искусстве появилось то, чего не было в чувашском изобразительном искусстве. И вот действительно поднял искусство книги. Искусство шрифта вообще как такового не существовало. Но и графика как таковая у нас была, либо, в общем-то, ее не было. Сказать, что, может быть, какие-то были наметки, зачатки того-сего, но он ее поднял на небывалую высоту, и поэтому и наш, вообще-то говоря, можно сказать, ну даже, может быть, и шедевр изобразительного искусства, это наш герб и флаг, в основном герб. Подумайте, ведь это же ведь не просто оно пришло, вот то изображение, которое мы имеем и видим, которое мы уже вроде бы и сроднились с этими символами, а ведь это откуда идет? Вообще-то говоря, идет от языка, от древнего языка, когда не было даже как таковой письменности, и были только рунические письмена, не только даже в чувашском. Вот это исток-то вот идет оттуда, от рунического письма. Пожалуйста, это тоже язык был. И вот этот язык все-таки Юрьев сумел понять так глубоко, что потом он выразил его в таком нашем символе государственном. И вот я хочу вот поблагодарить еще Марину, потому что она делает чувашскую культуру, вернее, даже это уже искусство поднимает на небывалую высоту. Это и есть явление чувашской культуры, новое явление чувашской культуры, которое повторить, наверное, очень трудно и, может быть, и невозможно. Вот это и есть тот шедевр, которым она нас всех обогатила. Спасибо, Марина, и спасибо создателям фильма. Это просто шедевр. Так понять глубоко. Спасибо всем. Да, и меня студенты иногда на встречах спрашивают, а как сделать хороший фильм, а как сделать шедевр вообще, вот как быть гением? Я хочу быть гением, а как? Это очень просто, на самом деле, элементарно. Во-первых, нужно быть открытым миру, идти навстречу с интересом, с любовью, с радостью. И второе, не нарушать законов восприятия людей. То есть вот в этом фильме законы практически не нарушены. Вот. Но это все-таки это культура. Вот во Франции, да, вы знаете, есть Сартр. И Сартр сказал, что ад – это другой, просто другой человек. Это самая известная его фраза, да. А наш вполне русский святой Серафим Саровский
который встречал любого человека словами «радость моя», он говорил, что для него любой другой человек был рай. Рай. Он шел к этому человеку с восторгом и с уважением и с любовью. Вот Серафим Саровский был бы очень хорошим режиссером. И смотрите, вот мы сейчас пришли, да, где ад и где рай. Ну, да. Да? Вот просто, вот проросло через время и расцвело. Нет, простите, я так устроена, я все время мешаюсь, меня мальчик разные. Ну, правда, просто вот вы мыслите прекрасно. Ну, я думаю, человечество еще ни к чему не пришло, ни к аду, ни раю. Это мое мнение. И я, в отличие от вас, не знаю, как снимать там, гениальные фильмы или что-то гениально творить. Я вообще ничего не знаю. Может быть, это не дано знать человечеству. Вот. Я просто благодарна, очень благодарна судьбе за людей, которые находились всегда рядом со мной, понимали меня, поддерживали в любую трудную минуту. Это художники, это тот же Илья Михайлович, просто гениальный человек, чудесный человек, необыкновенный человек. Какое счастье! Я знала этого человека. Ну и Станислав Юхтар вот здесь находится, и вот Аванмарт Виктор, и другие художники. Вот все они сидят, не все пришли, их много, они всегда рядом. И в том числе вот прямо с малых лет, даже когда я его не знала, знала только через экран телевизора. Арсений Тарасов, мой дальний родственник, близкий человек, всегда рядом. И Юрий Михайлович Артемьев. Юрий Михайлович, вам слово. Регас болдар, зекли ударсам. Марина Федоровна Пулдарулыхне, хизиклегензем, шынлебе тивишлебе пуштайганзем, кундай барбан пуштарынна. Но пирин тема, Мали галаш бөлсін на заданную тему, я бір Марина Федоровна бармай галаш на умберге. Мы мас туанадуда тухре санецен ярымя. Нөблерзе мала. Эльзен Федор Александрович Стегех, Полиндром Федор Александрович Майдарах. Ондан нагударанчен Полиндрома. На кизеплезе гала, вот если он на кизеплежин, чамбек надевать пузарством, он берги каламаха и лучше делать пузарством. Чисто мухтак жена. Кашнеха я и масло он биг калама. Ну, Шабахтая була пурбрех, но манжупай Марин Федоровна Калана все-таки полиндром, где не было талимили искусства, а валги грексен галабар. Пальдера жибе подходна тады планландар забадись. Как на хамда умшуклях. Я пляп кудун лавула на хамарла чвашла улазаса. А вот грексен тебе беги кем. Я когда там Марина Федоровна был исталенмеле. Тенже жайнже классика лапаеши сиран. А полиндром санжен был упражнений детьми гуна. Челигене лишь удажил на джухнеш, шавана тупташ, жамбек, шав дезегалатым ебана. Вылзись мар пул задугать. Вылзись мар. Шынафта, вот итлезалардам, Аллах итларах картме майкиль не был. Можно было вот главный у нас, так сказать, главная фигура, это режиссер, ну, равные, так сказать, они, в общем-то, здесь. По результатам, ну, у них разделение труда, я бы хотел сказать, можно было, наверное, эти шедевры еще больше включить. Но дело в том, что здесь режиссерская работа прекрасная. Тут и география, тут и различные виды искусств, они как-то так композиционно
на нужное место поставлены, они высекают искры в соседстве. Понимаете? Вот в чем сила-то. Это вот говорит о том, что задача выполнена. Конечно же, сверхзадача, я бы сказал, даже не только задача. Но палиндром, конечно, вот сидел, я говорю, слушал, когда начинается обратный ход, тональность меняется, как будто Марина Федоровна вводит в другой мир. В этом, наверное, тоже загадочность и сила искусства, непонятная не всегда, не просто так понять. Казалось бы, в одну сторону мажор доминирует, а там, глядишь, минор. Вдруг стихотворение одно и то же. Правда, с разных концов, с разных начал. Нет, амфистроф, если, то это два разных стихотворения, да, получается. Вот именно он хорошо. Но у нас звуки, вся вселенная... Тональность меняется, это плюс. Это колоссальный плюс. Вот. Ну, конечно, можно говорить очень много об этом, это бесконечно, это восхищаться можно. Я вот помню, возвращаясь к классической поэзии Марины Федоровны, я в предисловии написал вот к ее трагедии, когда восхищался тогда, наверное, по-настоящему открыл ее поэзию. Хотя раньше читал я, но я ее не пропускаю. Что публикует, она все читает, для меня это, конечно же, это я бы назвал, но она до сих пор у нас не народный поэт, ну, я бы назвал ее дочерью народа. Это, мне кажется, дороже, намного дороже, чем вот этот народный поэт. Но я думаю, еще впереди, конечно же, вопрос затягивается, она давно заслужила этого почетного звания. Ну так получается, ситуация у нас вот так складывается, что до сих пор она еще не имеет. Ну, я сказал, как латиняне говорили, дикси, я свое мнение имею. Вот это вот, то, что я сказал, дочь народа, это вот она заслужила. Спасибо, Марина Федоровна. Спасибо вам, что вы есть в моей жизни. Есть еще такие люди, которые понимают и поддерживают и финансово, а творческому человеку, такому ненормальному, как я, тем более, нужны такие люди. Вот в зале сидит, он нашел время, пришел. Земляк мой. Как ты думаешь, Александр? Ваш тезка, да. Самаркин. Вот он, вот. Александр Самаркин. Перед аудиторией однажды как-то обещал, я следующую книгу я выпущу, говорит. И сдержал слово, и покоя не дает. Когда. Вот есть, вот такие люди мне тоже нужны. Мария Готлиб говорит, когда, давай. Надо. Вот давай. Вот, Всегда готов. Ирыгас Пулдыр Юлдашсем, Маринын творчестве излегензем. В народе говорят, не надо совершать в жизни подвиги, надо не совершать подлости в жизни. Мне кажется, это про Марину сказано. В ее творчестве, в ее жизни, мне кажется, подлости нет и не может быть. Так что давайте поаплодируем. Но с Мариной мы земляки, батыровские. Я ее тоже больше 30 лет знаю, знакомы. Ну и в магазину заходи, мне скоро тоже будет 30 лет. Соответственно, у меня 4 медали. Одну из медалей я хочу сейчас сегодня ей вручить. Медаль называется «Удостоверение номер П», презентационная. Награждается Карагина Марина Федоровна медалью «Ветеран труда». Директор торгового заходи Самакин АИ 30.05.23 года. Марик, со следующей книжкой к нему зайдем. С медалью? С медалью, но с новой книжкой мы к нему зайдем.
Он как раз поработает к тому времени, подзаработает. Дает право 10% скидки на весь товар. Так что, Марин, заходи. А по поводу фильма, что могу сказать, Саша? Честно скажу, как в анекдоте, спрашивает сын у отца: пап, а почему, говорят, умные люди, говорят, так чешут, а дураки, говорят, вот так? Пап подумал, говорит, надо подумать. Я до конца не понял, но интересно было. Книги у меня еще есть, так что все здорово. Ну и, собственно, производство баттерский сыр. Реклама небольшая. Александр, это вам, да. Да. Пробовали мы сами, вам понравилось, я помню. Кстати, приезжали фильм сниматься в Чувашию, а он приглашал к себе в гости. Находил время. Супруга отпросилась с работы. Где наша Люда? Люда здесь, да, ведь? И Люда здесь. Люда, спасибо. Спасибо тебе. Быстрого ухода. Да. Она отпрашивалась с работы, у него с ним такой порядок. Вот. Кто еще хочет А когда кто-то сказать? думает, вопрос, Марина, вот возвращаемся к кинофестивалю. А ты себя не чувствовала актрисой в этом фильме? Где? В этом фильме? Да. Нет, однозначно, я могу это. Я как Почему за режиссер. нее Саша отвечает? Да ну. Нет, потому что он знает, 7 лет... Что, я актрис не снимал? Нет, документальный для этого не может быть. Birinchi birden kelsa Felix Mahkalaza xabarazdaxter. Ham yatrandada hamın üniversiteden. Калаша я чемлям пистрофи или темле манжан хамжан и тахшанах я не дупна. Ундала кундала зава. Юра Палагин парин промизен Калаша нанмас пардеше. Палагинде был айхизы везение югернчухне калов бидия была был зине пайырган уерза варам нанма булать. А Марина Бергелас был засну. И берчим берде чувашlığa темір çırpmaya kuştan cühne оставадып, numay жыл кайла, он cühне Маринба Надя студент кызем, вызем, Шикек Сембек, пычиш перінде чимгале, шак хыбарба. Шанба кuştan cühне періне. Шапа галашын. Нанман изине бір ерге гына галашын. Вырсен бучак, а роза упала на лапу Азора. Был канон дегенде оркестров сине. Это было вначале. Ага, он пулче. Анжахтан Марину ертесенче ипхамавали тупрыми. Шак чевашла храм на хали. Юхтарбай галашла рапорта, был как наседал. Шамбек умал, на гербшинче сейчас хабарма была кинежу дезем. Шеребе пер эш. Теренмеле в киске, но пиде в земкалариш, как он там шеребе периш, камень стоит палахнете. Анжахта мизениче он там ширим шит мелик захиды жилетем шерем кунибем шамбадам Марин Тавах, чанах там еп унын пулдарулых бехав галанза, шагнбек Полиндром шиза пыхром первыгат приняли в Ирстате, приняли чвашла. Харвесту мастер, но умер кине, ну, выбирали термеспер. Там за мной Марина Еспури жили. Чинах там Еспури пирн культура был пулом. Пулом был. Шамбар Таваксана. Там, Зирбуричен, Мамбар Буричен, Манрамин Бурривал, Эсир. Урхиштан Болдыргава, Таштан, Штан, Гильдервалда, да? Мандрамин Бурри, Эсир. Особенно операторы. Это и есть? Я и говорю, он там во всех людях, режиссер, сценарист, я говорю, особенно операторы. Ракурсы ваши оценивают. Нет, там были еще несколько операторов, ну где-то половину фильма снял я. Николай Николаевич Осипов, щак литература или поэзия, гневр, жанр, день, тем, музыка, штаякладя, Арсений Алексеевич, печень хадрлесе браган, то она должна журналда.
Епчевашларга жабынде хизепле кундахан кулаган зендемеле бул. Эбир чынакта Марина Федоровна Булдарлыхне саназа бурап бар студентсен бевренни чухне уйрымах мелегаламала аудиторинже шалдын сүтсе ягап бар. Шак юлашки вагытра поэзире чаваш литературинже Карягина шуғышлата тупны эш мелі, эш форми, бұл шак юлашки вағытра чаваш поэзиинже хыцаларны ензене продакта бузан шем жетме. Ек албыр булаган зене хайзен еннелле шавырма ли мелбек шав вағытрах чаваш поэзиинже пирен кударанчен каламаннине каламалли формызен пуррине. Нугундан де Марина Федоровна хай дегаларе, шак вағытрах вол хай жуғышланы дырық, хай минегалма тілевдікні дырық, чаваш чілгін пуяндықне, чаваш чілгін аваллығынжи формызене шеклеме май пурлине гитатса барадынде. Эбір чанақта юлашки вағытра хамыр чаваш чілгін минегалмала май пулдармалли, пулас минегалма хевдине туйза илме манза бурап бар, елегал бір шақса бурап. Шағына бұл шақ формуна жуғыштазагларза тебірғут чертмелли, чертседратмалли майзем дуза баджа. Ну, епхал паянда жуғыштаза бурап та чынны бекте эбир кударанчен паянхи поэзине оннанаганзем, юрадаганзем чывашла әліхи ваттизензімаги бұл чымлаза баныне юрадап бар. Беш каланы не хордынлар малда бұлдыр десе. А Карягина жирный тунизенже хамра жуғышлаттырады. Чамбалы нумайшны келешмес бұл. Хойвағыденже Геннадий Айгинеде нумай жағынан маспыр дезе хирешлетчеш. Вот шағымбада шақ шуғышлама юрадаған зене ол келешет. Юрий Михайлович Артемьев қалады. Бұл чынақта булаганның проблеми дейді. Булаганның проблеми бұл мілегаламала поэзире, литература кирлех бұл. Манжутпа шуғышлама и шавағытра хамыр поэзине онланма пулышма. Тавақ Шағынбек лайық фильмі бернежін. Адектанай бұртағат бірінде Тадакамгала Жаршын Римма Гурьянова деп лағар. Матур деп Марина Сабана. Матур уже не деймеш. Матур. Күнданде сүтсе, мала, күнда матур денебе на құлға ішімі бердеген ман коллега Земгарыш пол. Камгала жакте да мать пургыч хабирен. Всем здравствуйте. Вы, наверное, думаете, почему фотограф взял микрофон? Отобрал микрофон. Меня зовут Айдар. Как вы думаете, кто дал это имя мне? Да, это Анне. Почему Анне? Потому что я ее по-другому никогда не называл. Ни мама, никак по-другому. Вот это такое воспитание. Что я хочу сказать? Я горжусь ей, я ее люблю. Фильм классный, интересный, самобытный. Вот, в общем-то и все. Решил разбавить ваш вечер. Если кто-то хочет еще что-то сказать, вот микрофон. Шақырдығыма бұлдарат бала Шағынбек, Пұрданландыр десе, Бірсағыластырын бөлінде. Юрат, Иринбек Ескундай, Иринбек Буревал, Гайда Сильна, Езера Калашын бетуіне. Ургаш булдыр туссем, двансем. Шак паянхи илемле лупкагаш, шак хытлы гинозавра, и бир Марина сирень пулдарулықпа тада тарнырах, шивықрақ палашымыр. Вот Санжини бағадында ес хымна евер Шағынбек Азамова тенже. Чынақта и бир видимухтанат, бір сағынат, бір чываш хирарымызем кушинче Шағынбек талантлы шин пуңнежін. Сывы ергезем жинженмен галама бұлайды. Кашни сывы ергенче
выховат, пурнышлық, тазалық, темле үненю тапсадрать. Ана бурде 20 бұлдарай мәшевитха, шағын жүклі тінжеле, шағын жүклі демеше пин чілге пұрбулзан да, шағы чілгезенже палиндром тесігезем биде сағал, вырысенде биде сағал. Віземе, чынақта візем жүкіда. Шағын бада шақ, инде бұл сана шақ пулдары улық ре ене, инде бұл туры баны дезе жұлаттыры бер. Туны туры баны парғадар. Шақ парғадар бұл негішандан иксілдер. Шылгуш шывен юхибек янраза шалынбек тапсадыдыр. Вот когда мне говорят, что Юрий Михайлович Каларыха халық поэжи дезе, ана халық поэжи атне чынақта шинын пулдарулығы үссе, пишсе, шитні вғытыра барашы, туяба жүрені жүгмар, илемлі вғытыра барашы, шинын савынза гурмалла, бычаны қалашын ебе, выховат сире. И бир чынақта зелімбе мұқтанат бар. Она отдельно вышла от своего супруга Анатолия Серафимовича. Юрий Николаевич Исаев, вместе учились, профессор, доктор филологических наук. Да, Марина, Дергась Пулдар Гизепле. Марина Гизепле. Юрий Халабахана, Саша. Да, коллега Зель. Две позиции озвучу. Первая позиция — это то, что Александр пытался понять и пытался Александр сказать о том, чем живет Марина. А Марина, мне кажется, вот вообще интересная вещь. Мы все, вот, те, кто здесь находится, многие из нас, вообще родом из пасторальной деревенской жизни. Это конкретная жизнь, конкретными какими-то вещами. Там нет особых таких моментов, когда мы говорим про абстрактные какие-то мысли, абстрактное мышление. И вот, Марина, то, что ты смогла выйти из этой абстрактной жизни и совершенно освоить вот поэзию абстрактную, это вот дорого стоит. Ты молодец. Ну, пасторальная жизнь, это вот деревенская жизнь, она такая вот бытовая, традиционная жизнь, так ведь, да? И вот и ты смогла победить свои эмоции, обыкновенные эмоции, и своим разумом. И вот здесь я бы хотел... Вот это я так думаю, я могу ошибаться, конечно, так и, да? Да. И это вот благодаря тому, что ты совершенствовала свое рациональное. Есть эмоциональная поэзия, есть рациональная. Так и, да, здесь, конечно, ты смогла совместить путем таких титанических усилий мозга и своих эмоций, именно как раз создавать такие произведения. Это вот дорого стоит, мне кажется, тем более даже мне вот тяжело, допустим, прям вот быть во внимании, начиная, когда вот читаешь и заканчивая, допустим, твое произведение, вот хочется отвлечься, потому что это очень тяжелый труд читать, а как это писать, это дорого стоит, так и, да, и поэтому я скажу так, что вы молодец, и не зря было сказано о том, что ты человек вселенной. Спасибо. Юр, кстати, да, вот она молчаливая всегда такая была, да, вот такая молчаливая, и вот эта эмоциональность, она и выдавила вот это нечто. Извините, я хочу исправить еще одну ошибку. У нас здесь в зале присутствует еще один член нашей съемочной группы. Вот, я как режиссер не могу не отметить этого человека. Это организатор съемок в Чувашии, без которого мы бы тут ничего не сделали. Вот Эльмби Степанов. Салам. На самом деле очень тяжело, как бы, я не знаю, в роли кого я сейчас здесь стою, в роли дочки или в роли организатора съемок. А вот. От кого говорить? Ну, от имени друга. Да.
Это очень ценно слышать. Хочу поблагодарить вас, каждого, кто сюда пришел, потому что это очень ценно для нас, что вы интересуетесь культурой чувашского языка, то, что вы интересуетесь творчеством моей мамы. Хочу сказать спасибо нашей маме за то, что она нас так воспитала, вырастила нас с Айдаром. Потому что сейчас, на сегодняшний день, все люди, которые слышат мое имя Илимби, сразу спрашивают: а кто тебя так назвал? А у тебя человек, мама, у тебя человек искусства, или кто она сразу? Или сразу спрашивают, с какого района, хотя из Чебоксар. То есть сейчас люди уже привыкли, что чувашский язык знают только люди, которые живут в деревне. А что ты им отвечаешь? Я им говорю, что у меня мама такая патриотка, которая знает, чувствует свой язык и не забывает его, в отличие от многих людей. И хочет увидеть своих внуков, говорящих на этом языке, и, дай Бог, и правнуков. Хочу сказать спасибо Александру Куприну. Это был мой первый опыт в организации съемок. Да, все прошло гладко. Я... Заявку написала. Да. Еще ЛМБ написала заявку такую, что ее приняли в Госкино. И выделили деньги. Я очень была вовлечена в процесс, и я считаю, что это для меня очень большой опыт. Спасибо вам большое, и спасибо всем, кто сюда пришел. Спасибо. У нас хорошая компания, но я так, поскольку пришел человек в красном жилете, я вижу издалека, но с грустным взглядом. А вот сейчас уже нет. Так, тогда сидим дальше, все нормально. Тут в зале есть Галина Матвеева, поэтесса, очень талантливая. Вот сколько лет я ее знаю, вот столько уважаю. Я пришла, девчонка молодая, на практику в «Коммунизм Ялаве». Такая газета была. Она была заведующей отделом культуры. Вот она меня приняла, с тех пор вот запомнила тот образ того человека удивительного. Иргач Пурнедя. Я ей за практику 5 поставила, она заплакала. Я до сих пор думаю, почему она тогда плакала. Иргач Пурнедя. И бешак фильма Шубашкара Ильзигелесе Хиллеринбек кетнече, пиди кетнече. Марина Булдарулых небе челай біледеп, тезі шулады Бухамберге, оның чималданги палиндромезіне бір редакцияленче. Вот халишак фильмра, оның Булдарулых нетада тарын рахын күрдімебе. Но курзаларнымай, шакнандандым, режиссер Александр Куприн, Марина поэзия, тенже шайынжи, поэзия полныне кадарца бома пулдарна. Тавда бочина он жен. Марина Перенвесь, Александр Куприна, Барнилиш, да, это вам, вы заслужили, молодцы. Что, я сказал Палах. Телебилдер лайық президент беді. Автоқсы бөтер, ну, кино курнымай, мана бір жоғышқаныш бамария, Чуваш челген буянлық не, тарыныш не, войне, хват не, Марины бек кадарца, турца глараган, кадарца бараган, шене ару, келе етші берін, пулатші. Вот шав жоғыш мана пиде куляндарча, фильм пиде келеші тогда выш. Спасибо. В зале также есть моя подруга, прям с первого курса, очень близкий человек. Мы в первом курсе спали на одной кровати. Одноместная кровать такая. Вот. Мест вообще не хватало. Мест не хватало, и вот она, мы обе такие высокие, но нам тесно не было. Рита, Маргарита, Галкина, Алексеева.
Сразу, Саша, вам от Чувашии окон сладкий, краткие конфеты, рецепты. Да. Урагаш Тусем, добрый вечер. Как дань уважения нашему гостю Александру Куприну, есть такие песни «Половинка моя». Вот она, моя половинка с 87-го года. Я всегда говорила, левый глаз, правая рука, моя половина, всегда. Вот, начиная с 87-го года мы ездили, ходили по городу в троллейбусе, всегда разговаривали на чувашском, тогда очень немногие разговаривали, они стеснялись, может быть, но мы нет, наоборот, нам было интересно, нам было весело, все-таки ж молодость. То, что вы сняли фильм, это только начало, мне кажется, это только одна часть. О Марине можно снимать и снимать, я не знаю, столько. Она заслуживает этого, потому что, наверное, пробовала все жанры искусства. Осталось только петь, танцевать, хочу сказать, но то, что она сохранила в своих произведениях, и танцы, и песни, это все там. Пробовала себя в фильмах, везде, даже не буду перечислять. Одним словом, я рада, что моя подруга Мантандыш, Шагымбек Матур, хитрее, и Псанжим пить саунадо. Матур. А вам, Саша, дальнейших успехов. Даже сидела, смотрела, даже муравей там по-особому, вот каждая мелочь. Я очень рада, вот тонкая натура. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Чувашлагала Жаммукштах. Халяса Гильча. Манна не. Ну ладно. Не ладно. совсем, да, понимаешь пока, да? Нет, меня вот сейчас респонденты спрашивали, а вы хорошо знаете чувашский язык? Я говорю, я его вообще не знаю, я его чувствую. О, спасибо. Мой оператор Володя Синдеев, к сожалению, в фильме вот в рамочке, он ушел, рано ушел из жизни, удивительный был человек, оператор, тоже так говорил. Марина, я чувашский не понимаю, но я тебя чувствую. Это очень важно, когда люди вместе работают. Очень важно, да. Я хотела рассказать, вспомнила просто про маму. Мама в кадре была, да, она... мама от природы очень горячий человек. Я ее мало видела. Я больше была рядом с папой. У меня папино воспитание. У меня вот мужское воспитание. Строгое воспитание. Мы папу боялись, слушались. Мама ругала. Мама в соседней деревне работала. Все вот рядом, вот у тех вот ребенок вот это умеет делать, это по дому помогает, в поле работают, а у нас в этом поле там нам не давали, поскольку мама не колхозница, не давали, но помогать ходили, конечно. Вот не такая. Вот быстро все делаю по хозяйству, которое вот мама записывала, чтобы не забывала я, потому что я могла забыть, вот это надо сделать, это. Потом я быстро прихожу после работы домой, это сделала, зачеркиваю, это сделала, это. Вот это как-то научила делать планы на каждый день, на неделю, на месяц, между прочим. И потом быстрее за уроки, обязательно надо сделать уроки, потом статью написать для Хадирбул, для Пионерзасе, для газеты, там, Коммунизм Ялави. А папа выписывал какой-то журнал для журналиста. Это тебе надо, дочь? Надо. Вот спасибо этому огромному педагогу, папе. Просто очень тонкий педагог в моей жизни. Вот, и мама говорит, какой от тебя толк? А мне так больно стало. А я сквозь слезы говорю, вот
вырасту, увидишь. Почему я так сказала, не знаю. Может, она и до сих пор не увидела, может быть. Но мы дружим с мамой, мы хорошо понимаем друг друга, потому что вот она перестала работать, она вышла на пенсию, уже наши отношения другие стали, потому что больше видели друг друга. Она меня вот двухмесячную оставила с бабушкой и бегом, все, нет мамы. Она и грудью не кормила, и все. Приходила, уходила. Кто такая эта женщина? Вот, простите, вот почти вот так было. Ну, это детство такое вот того А периода. папа всегда рядом. Папа сделала уроки, сделала свои дела. Папа, сейчас, немного осталось. Ждет меня в шахматы играть, в шашки играть. Я писала дневники, и каждый турнир с папой, что, как провела я день, какие мысли приходили, все это записывала с 6 класса. Ну, потом все легли спать, это каждый день вот так вот было. Ох, пришло мое время. У меня своя комната, к счастью, и я, когда приходят стихи, я пишу стихи. Когда мне хочется читать, но это каждый вечер, каждую ночь, я читаю, это такое счастье. Потом где-то в 2 часа ночи мама просыпается и говорит: ты до сих пор сидишь, завтра рано вставать, ну-ка ложись. Я с неохотой закрываю книгу, ну и лягу спать. Вот так прошло детство. Мамочка, из меня вышел толк. Ты задала ей этот вопрос так ранний. Мы зададим этот вопрос завтра маме Батарева. Состоится вот презентация фильма Батарева. Если больше никто ничего не скажет... И мама Марины обязательно будет на этом показе. Мы ее привезем, вот. Но если она уже после этого скажет, что... Марина, тогда я не знаю. Я очень благодарна. Это не слово, не то слово. Я очень благодарна маме. Я пытаюсь, поэтому и рассказываю о ней, такой удивительной женщине. У нее спартанское воспитание было. Да. Армейское. Так надо было, так надо. Я же говорю, случайностей не бывает. Случайных друзей рядом со мной не бывает. Кто попал рядом со мной, кто случайно попал в мое окружение, они отсеялись, да. Они ушли. Вот. Спасибо вам, что вы рядом со мной. Вот идет изумительный человек, учительница, знаю ее, ну, через интернет, можно сказать, ну, пару раз видела в жизни. Просто чудо. Марина Федоровна, эбе мухтауду ради сирен булдаруша. Эбе агаль булаган сем я тебе. Сирен булдарул гашадири юратса, хумханса, мынашланса, булат бір балашат бір, ачасы не балаштарат бір. Тавда выш сирен. Пиди вызыктав, пиди юрадар бір сирен. Еще большое спасибо режиссеру за такой замечательный фильм про нашу любимицу Марину Федоровну. Спасибо. Это от всех почитающих, любителей вашего творчества. Очень красивая. Привет. Сокурсницы есть, конечно, Анна Семеновна. Вместе учились в разных группах. Иргаш булдар Марина Найвепе пинге тохыр шырсак ройшичим шылдан бап ледеп эбир бап пер хутрах порынна чынакта весем Рита бап бити туслача Рита шта Марина шта шамда Рита эбирде энде ну Марина яланах тюлендеречи манавыл сымахран чүрежи битир бухат бурда элек шамда пин стадионча халунда диагностика центры пахат Марина келеді. Ну, абат бешерет бір кухняна газа келеді, бір тенду ат бір
Чүречерін бұғап тадақ Марина. Вот бұл шав чарун уранда шав дери нумай бұға терсе келнете тіліндер етші. Еп шутлатынша Марина шыны сывы жүрет мала. Мүшін десен, епір бітка басқа бір, жұбап бір. Шавынбек сывы зем жүралыны білінде. Марина чынақты чүліммелешінші, епір она түр курсыра біренет бір болсанда яланақ. Чүлінсе бұқна, он пұлдарлығын чүлінде, сабынна, тада яланақ мұқтанынде, халеде мұқтанадып, Марина ба бір курсыра бірене жын. Маринын пұлдарлық не, Маринын бұрныш не. Кен ұйтларақ біледіп, бірле біренерен. Оның жөміке Ирина бар. Ирина, оның чынақта амышы бекех, сыны беде шаплавет. Ирина да Чуваш филология культуры факультетінің себеренетші. Марина сана чынақта Шавынбек соғыз емжін. Шавынбек чүнчене урықлары тұқма майдоса барны жын. Урық чүнчене шақ соғыз ембе урық чүнчене көрсағайса чынақта шуғышламазыр буламай жүк. Чынақта шуғышлаттар айтсы, шыбы ергезем шуғышлаттар айтшы. Пызық тап. Малаллада пұлдарулығы адалансақ бұдыр. Шыны кінегезем, шыны зығызем, шыралзадычы. Тавда бұшсана. Аня, а тогда будь, а тут Родионов Виталий Григорьевич идет ко мне. Мана Бринтменха университет ранжах танья ялан юношари бир. Манхербе бalla verenler kırıkatı. Женя была хайе. Астумасмы. Историю uyrumunca öğrenetse. Sana bile tuğbilay. Örgaş buldur. Akla tutsem. Маринын юлдашызым, Чуваш плоха юрадагансынцем. Я вот здесь сидел, слушал, и особенно после выступления режиссера открыл для себя загадку Марины. Поэтому дожидался конца, чтобы заключить. Александр, это говорит профессор, доктор филологических наук. Вот загадку открыл после вашего фильма. Да. После названия и почему назвали так. Почему возвращение против встречного течения. Дело в том, вот она выступила сама, что насчет воспитания, отцовского воспитания, у меня все пресное. Дело в том, по природе она женское начало, это инь, но воспитание у нее ян, мужское начало. Значит, две противоположности в одном так красивом теле рождают движение. Это движение туда-сюда. Туда мужское начало, женское нет. Что смеетесь? Ну как? Это китайская философия. Философия наших предков, которые в начале нашей эры жили с китайцами, с предками китайцев современных. И восприняли у них вот это предфилософию. А не задом ли она родилась? Передом. Так, вы издеваетесь над стихотворениями, над поэзией Марины. Дело в том, там даже вот, вы наблюдали за Луной, ну, например, 1 месяц хотя бы. Как движется Луна? Какие фазы у Луны? Ну вот сколько лет живет, и наблюдали, нет?
Вот. Если вы наблюдали, вы должны знать. Есть полнолуние, есть, значит, новолуние, потом полнолуние, потом опять. Там 4/4 вот, европейцы так разделяют, а чуваши разделяли по-другому. Первые, значит, 9 дней малалла уихтахре. Значит, первые 9 дней получается. И еще другая половина, это каялла уихтахре. Значит, это последние 9 дней. Это раньше у чувашей и у китайцев и других тюркских народов счет был вначале троичный. Потом, ну это троичный, 9 это 6, 9 это значит умножение на 3 получается 9 и так далее. То символы, как возникали символы. Вот она подсознательно, неосознанно раскопала вот эту древнюю философию чувашскую. Молодец. Она не специально так делала. Она посланная, кем я не знаю, но с детства она уже готовилась к этому, к открытию этой тайны. Ну, не открытие даже разве, а для показа, чтобы мы, читатели, читали это и докопались до сегодняшнего моего открытия. Но она нам открывает. Вот она нам открывает, получается. Спасибо, Марина Давдабусина. Вот у нее вот эта поэзия без чувашскости, без чувашского слова, без колдовства, магии, сказали правильно. Ну, понимаете, как это копание, это некрасивое слово. Как можно сказать, просто вот, придумайте мне слово такое, что она не просто ищет, а может быть закрытыми глазами она чувствует, вот как современно, интуитивно это все. Почувствовала и до нас довела. И режиссер, он здесь, он мудро, умно почувствовал вот эту философию и назвал, значит, именно встречное движение. Течение, да. Ну, это одно и то же. Значит, если бы, я сказал уже, когда Луна, ну, вообще, когда новолуние, светлое начало начинается справа и движется в левую сторону. И потом опять, когда после полнолуния, темное начало начинается после полнолуния и движется опять справа налево. Понимаете, все движение справа налево. Интересно это. Темная половина, светлая половина, темная половина, светлая. Это по-другому получается, туда-сюда. Потому что инь-ян, вначале женская половина, потом мужская половина. Вот все раскрыли твое творчество сегодня. Спасибо. Я вот сама до сих пор не понимаю, вы раскрыли, на то и ученые, исследователи, профессора, доктора наук. Спасибо. А он не ученый, все равно раскрыл. Да, он же исследователь. Спасибо вам. Да. В зале есть человек, которому... Марина, я пойдем профубальди. Подожди, я о себе говорю как раз. Я просто счастлива, что тебе, Арсений Алексеевич, удалось пообщаться с моей бабушкой. Вот в зале такого человека, может быть, и нет больше. Вот я очень рада. Моя прабабушка, с которой рядом я росла, из его рода. Тогда я была Кирле Марине, Калама Бутараган себе. Но выросла мало калашмы, кстати, в Геордарах. Ван калажес под я несколько слов хороших, каких-то, может быть, не очень приятных Александру словам. У нас в Чувашии был очень сильный, хороший, выдающийся председатель колхоза Аркадий Петрович Айдар. И вот однажды заехал я к нему, он мне говорит: слушай, Арсений, говорит, из Москвы приехали, говорит,
целую неделю жили, мы их кормили, поили. Они, естественно, приехали. Да, нет, не потому. Просто чуваши очень гостеприимные. А они приехали снимать фильм о Байдаке. Потом, говорит, я, говорит, смотрю по телевизору, позвонили, сказали, вот когда смотреть. И, говорит, через кадр на решетке калоши, сапоги, тапочки, там какие-то курицы, какие-то петухи. А, говорит, ни айдака, ни колозы нет. Потому что для москвичей, естественно, куры, петухи, быки – это экзотика, и в основном так. Александр, почту не знаю, в принципе, тоже приехал в Чувашию, познакомился с Мариной, как бы по очарованию такой экзотикой, потому что совершенно, иностранка, пишет какие-то эти, но я вас похвалю, потому что вы действительно очень здорово поработали, и я очень с пристрастием смотрел фильм, потому что тоже какой-то, имел, делал телевидение, скажем, кино, и я бы как сделал там, как снял там вот такие моменты. Но вы, мне что понравилось? Вы не столь как режиссер, не столь, а именно вот хотели понять Марину, хотели на вкус вот почувствовать чувашский язык. И тем более вот этот чувашский язык, чувашский стих рассматривать или, то есть как в контексте Пушкина, Лермонтова, там, Есенина. То есть вот эти моменты, это очень не хватает. Я, честно говоря, это второй фильм, смотрю такой, который снят, иностранцами. Первый фильм это об Айхи, второй фильм о Марине. Айхи у нас тоже экзотика, естественно, это. Однажды себя поймал на том, вот Айхи, у нас за границей очень прославлен, принят, и на пьедестал поставлен, естественно, это. Мы с Айхи однажды разговаривали, я у нее спросил, я говорю, почему свои вот чисто чувашские стихи, настоящие, пусть ламжи, черетели, вот за границей не показывать и не печатать. А им говорит, эти стихи не нужны. Да. И я тогда поймал себя на мысли, на том вот, по сути, Айхи прекрасно понимает, что вот такие стихи, это очень сильные стихи, на русском языке, там и музыка, и Кубайдулина, Шнитки, пожалуйста, скажем, и кинематограф, и кинематография, там абсолютно все есть. Но вот Айхи, мне кажется, убил себя именно настоящего чувашского поэта. И Марина тоже, насчет Марины я тоже немножко потому беспокоюсь. Потому что, нет, дело в том, почему-то вот сколько слышу, сколько, по сути, думаю, естественно, и беспокоюсь, я немножко согласен с Юрием Михайловичем, потому что Марина, главное, это не палиндром. Палиндром, в принципе, я могу написать, другой тоже может написать. Но, может быть, не столь, естественно, не до такой степени, скажем, как Марина пишет, потому что это тренировка, это годы нужны, какой-то опыт, потому что это все-таки игра.
игра слов и очень хорошее, умелое, талантливое манипулирование вот этими словами. Марина, это, естественно, никто из нас не сделает как Марина, но я очень боюсь, она вот как Айгиль может, ну как потерять себя как настоящего Мы даем еще один отрезок жизни, да, когда она войдет туда, куда хочешь ты, и вынесет оттуда то, что хочешь ты. Нет, я наоборот хочу. Вот это все нужно, это на самом деле. Правда, есть один момент пугающий, потому что сейчас вот все молодые вот души, которые сейчас то есть, приходят, то есть которые должны прийти в литературу, они все будут писать вот палиндромы, еще что-то такое. Нет, это факт. Ладно. Нет, я не знаю, я просто Александру хочу сказать. То есть вот сняли фильм, я думаю, Чувашии понравилось, и народ Чувашии, как Владимир Гургин приехал на семинар драматургов, пошли в кафе театральное. Ну, поскольку я там на телевидении работал, девушки мне стакан сметаны ставят, там, ты что, ты говоришь, такой популярный, что ли, говорит, там это. А потом, значит, идем, я девушкам говорю, знаете, это кто? Это Гургин, вот «Любовь и голуби», и ему приносят там 2 тарелки блинов, там, 2 стакана сметаны, и чуваши очень гостеприимные. Народ действительно, как бы, нет у нас отношений каких-то, вот скажем, к иностранцам или к каким-то вещам. Но с Мариной я очень хотел бы, чтобы вы не теряли вот связь и поработали еще с ней. Потому что она очень глубокий поэт, очень мастер и очень нужный именно сейчас, когда не стало у нас вот и Аги, и Хузангара, и всяких и других, вот, она очень нужна. Как пример, как мастер, как человек, который за собой может потянуть вот именно куда-то туда. Вот на какой-то такой потянутся. И очень здорово, что вот этот фильм не только здесь, не только где-то в пределах Чебоксар, а именно у Марицы показать, у кого на смену, мне кажется, очень... Нет, им пример не нужен. Тут именно... Марина не подражает, она гениальна. Никто не повторит. Все, спасибо. Это никогда не получится больше. Хорошо, и в конце вечера давайте... Спасибо, Арсений. Давайте его немножко перевернем, вот, потому что тут вам режиссер рассказывал о поэте. А на самом деле у нас вот есть еще один режиссер, это Марина Корягина. И у нас есть на то подтверждение. Этой зимой на премьере фильма о ней в Москве Марина Корягина была принята в Союз кинематографистов Российской Федерации как режиссер. Вот. Как режиссер, который имеет большие достижения. Она второй человек в Чувашии, кто принят в Союз кинематографистов России. Вот. Диане. Вот. Так что я думаю, что мы теперь будем... Чего обязательно от меня? Вот от Марины мы будем ждать новых фильмов, новых интересных работ. Ну, а от меня там, новых стихов, например. На чувашском языке, да? Вот. Не зря же на встречу. Мне Марина разрешила прочесть свое маленькое стихотворение вам. Чтобы у нас вот это встречное течение было действительно осуществлено на нашем вечере. Такое маленькое, да, но о смерти вообще-то. А вечно? Да. На гору от города
до твоей калитки. Я бреду по холоду, не быстрее улитки. Синева кромешная, зелены былинки. Становлюсь подвешенной золотой пылинкой. Соловей сиреневый склюнет злато-зернышко. Был я милым, суженым, стану птичьим горлышком. Брызнет ярче солнышко над моей долиной, над горой, над городом, песня соловьиная. А как станет песенка над горою венчиком, отзовется, милая моя, золотым бубенчиком. Браво! Спасибо. Вот поэт Александр Куприн и режиссер Марина Корягина. Вот мои герои. И ни один из вас не случайно. Каждый в этом зале не случайно. Даже если вы зашли сюда случайно, это потом выяснится, почему вы здесь. Да. И не случайно мы в сегодняшний вечер вместе. Спасибо вам. Спасибо. Поклон. Всего доброго. Была проведена большая... Уважаемые друзья, сегодня в нашем, естественно, форуме и, естественно, Куприн. Кто расписался очень коротко. Все зрители, кроме этого, члены правительства, они сидят здесь, кроме этого, доктора наук, именно филологии, или именно литературоведы, именно кандидаты наук, литературоведы, народные поэты, народные художники и вся дружественная интеллигенция, друзья. Поэтому Марина и Саша, в этой книге, друзья, конечно, не только можно, нужно вся наша дружная рать. Итак, мы еще раз благодарим Марину Федоровне и Александру Куприну за... Жизнь, во-первых, образование, наверное, отчасти, чем я сейчас занимаюсь, мою работу. Как думаете, что она мне не дала? Что не дала? Букву «Р». Это так, шутка. Сейчас сын